2024 год стал историческим для сферы строительства в Якутии. Было введено рекордное количество квадратных метров жилья. Строители превысили показатели 1990 года, когда было введено 744 тысячи квадратных метров. Как отметил глава Якутии на плановом совещании по развитию строительной отрасли, в регионе в 2024 году было введено порядка 750 тысяч квадратных метров. В ходе встречи обсуждались и другие вопросы, требующие внимания. Остановились на вопросах финансирования и объемов показателей в целом по отрасли. Это производство строительных материалов, это объемы строительства ввода жилья, это строительство социальных объектов, в том числе реализация национальных проектов. Остановились на проблемных моментах. Это программа переселения. Эта программа у нас работает до 30 года. Есть, конечно, моменты, связанные с дефицитом финансирования, изменением механизма переселения. Есть в Якутии и чем похвастаться. Так, в 2024 году в эксплуатацию был введен 61 социальный объект, из которых 15 строений общего образования, 4 объекта дошкольного образования, 3 иных здания образования, 6 объектов физической культуры и спорта, 18 строений здравоохранения и 15 объектов культуры. Служба государственного заказчика было сдано 22 объекта. Особую роль в вводе в эксплуатацию некоторых объектов сыграли мастер-планы двух крупнейших городов республики – Якутска и Нерюнгри. Также проговорили по планам реализации мастер-планов в рамках новых национальных проектов, необходимость приоритизации и разработки проектной документации, также это объемы финансирования, которые потребуются для выполнения федеральных показателей по строительству социальных объектов. Свою роль в мастер-плане Якутска сыграли 2 дополнительных здания средних школ 19 и 29, введенных накануне Нового года. Современные, светлые и просторные кабинеты уже оснащены всем необходимым для образовательного процесса. Тогда глава Якутии принял участие в их торжественном открытии. По традиции мероприятия сопровождались обрядом алгыс. Новый корпус средней школы номер 19 был возведен менее чем за год. В здании площадью более 5000 квадратных метров разместилось порядка 30 кабинетов. По традиции была проведена экскурсия по новому зданию, после чего Айсан Николаев вместе с детьми нажал на кнопку, тем самым открыв новое здание. Всего в новой школе будет учиться более 1000 детей. Сегодня мы открываем пристрой, практически новое здание для нашей школы номер 19 имени Ягодкина на птицефабрике. Всего этим проектом будет обеспечено еще дополнительно 326 мест. Тем самым ребята в школе номер 19 будут учиться только в первую смену. В новом светлом и просторном спортивном зале 19-й школы учащиеся смогут показать, на что они способны в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, футзал. Кроме того, ребята продемонстрируют упражнения легкой и художественной гимнастики. Дети будут, наверное, очень рады новому большому залу, красивому, полностью оснащенному. Мы тоже, как учителя, очень рады, чтобы полностью проводить учебный процесс в таком хорошем новом зале. Дополнительное здание школы разместило в себе уникальные естественно-научные лаборатории, школьный медиацентр, актовые, хореографические и спортивные залы, центр детских инициатив. Открыты кабинеты для проведения занятий по основам безопасности и защиты Родины, оборудованы мастерские для уроков труда, музыки, разработки дронов и робототехники. Школа стала очень большой, такой очень красивой, яркие цвета, очень много разных мебелей, которые прям можно посмотреть на старую школу и позавидовать. В других школах очень интересные были именно цвета, композиции и так далее. Здесь у нас тоже очень много разных картин на стенах и так далее. Я думаю, что детям это очень сильно понравится, и думаю, что здесь будет гораздо ярче. Более 5000 квадратных метров, 3 просторных этажа и дополнительных 326 мест. Это все о новом здании 19-й школы в микрорайоне Птицефабрика. Поздравляя присутствующих с открытием школы, Илдархан Айсан Николаев вручил школе сертификат на приобретение нового автобуса. Ввод нового пристроя на 326 обучающихся дает нам еще больше возможностей для развития наших учеников. У нас появляется возможность перейти на односменное обучение.
до обеда ребята будут учиться по учебному плану, а точнее после обеда ребята будут заниматься дополнительным образованием. И еще одним из ключевых моментов, можно сказать, именно введение предстроя, это возможность именно усилить работы по военно-патриотическому направлению. Новогодний подарок получили и обучающиеся 29-й школы. На открытии дополнительного здания глава Якутии Айсен Николаев отметил, что строительство нового здания учреждения было необходимым не только из-за переполненности, но и из-за аварийного состояния старой школы. Какой огромный прогресс у нас идет по городу Якутску, не только здесь, но и во всех других сферах. Как меняются школы, как меняются другие социальные объекты, как меняется инфраструктура жизни. Учащиеся 29-й школы рады, что они будут учиться в современном и новом здании. Мне понравился актовый зал, он очень большой, и школа сама по себе очень современная. Вот, она мне очень понравилась. Мне понравилась столовая, вот, она очень такая большая. Строительство новых зданий школ и пристроев к ним является приоритетным направлением работы в рамках мастер-плана города Якутска. Так планируется строительство 12 школ и 18 детских садов, отвечающих всем требованиям. Сегодня все школы, которые строятся, соответствуют новым нормативам. Они кардинально отличаются от старых школ оснащением, шириной и обилием специализированных классов. И это, конечно, является огромным вкладом в развитие отрасли образования нашего города. Это будущее наших детей. В Якутске не останавливается строительство и адаптивного образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадь комплекса составит более 17 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдет специальная коррекционная школа на 550 учащихся, детский сад на 200 мест, а также интернат на 150 мест. В настоящее время наблюдается отставание от графика. Так, срок завершения строительства первого этапа комплекса перенеслось на 1 апреля. Весь комплекс вместе с детским садом и интернатом должен вестись в работу с 1 сентября 2025 года. Мы надеемся, что строители нас не подведут, и действительно этот уникальный образовательный комплекс будет введен. Как раз таки в своем послании Айсен Сергеевич обозначил о том, что есть проблемы по реализации стратегического указа, в частности по созданию территориальных образовательных комплексов. Да? И вот этот уникальный адаптивный комплекс как раз таки является примером такого территориально-образовательного комплекса. В настоящее время строительная готовность адаптивного образовательного комплекса составляет 74%. Всего же задействовано порядка 130 человек. После запуска тепла количество рабочих увеличится, что позволит проводить отделочные, сантехнические, электро- и сварочные работы. В 2024 году мы полностью поставили коробку, накрыли тепловой контур. На сегодняшний день у нас на первом блоке подали тепло, и сейчас сегодня уже запускаемся на второй блок. И к концу марта мы должны завершить отделочные работы по второму блоку. Завершается строительство пристроя Саха политехнического лицея. Готовность объекта составляет более 90%. Так продолжается внутренняя отделка кабинетов на всех 3 этажах. Полностью проведена электрика, запущено отопление, завершены работы и по канализационной системе. На очереди запуск системы вентиляции. Отставание мало имеется. Должны были закончить до конца года, но с чем связано это? Очень маленькое ограниченное пространство, во-первых, было. У меня место складирования не было. Это вот первая причина. Завоз материалов было очень слабо, медленно из-за этого. Во время традиционного объезда глава Якутии проверил ход работ Арктического центра эпоса и искусств. Общая готовность объекта составляет около 70%. На всех 7 этажах центра ведутся внутренние работы. Для этих целей задействовано 165 человек. Айсен Николаев поручил завершить все работы и получить все необходимые заключения до 27 сентября. Сейчас идут уже работы по монтажу специализированного оборудования сцен, подготовка к уже чистовым процессам. Тепло уже запущено. Уверен, что этот объект должен быть уже сдан осенью.
Мы планируем, что торжественное открытие будет 27 сентября. Вот. Но до этого времени, конечно же, самое главное, чтобы работы проводились не только быстро, но и качественно. Потому что, конечно же, требования наши очень высокие к залу филармонии, к залу театра Олонхо, к общественному пространству. На завершающей стадии находится строительство крытого катка в микрорайоне Звездный. Площадь здания составляет более 5000 квадратных метров. В двухэтажном здании размещены хоккейный корт, зал для керлинга, спортивный зал с раздевалками и душевыми. Также медико-восстановительный блок с кабинетами для врачей и физиотерапии. Квартале Звездный. Там сейчас практически работы все завершены. Прибывает мебель, которую сейчас будут собирать. И в самое ближайшее время планируется его торжественное открытие. Готовится к перезапуску домостроительный комбинат, известный больше как ДСК. Для этого были привлечены 50 человек-строителей. Они продолжают работу по ремонту и запуску отопительной системы, а также монтажу производственного оборудования. Это кассетное производство и термостенд. От срока отстаем, так как у нас система отопления была не готова. Но сейчас мы запустили, завод начинает прогреваться. Подрядная организация, которая по поставке оборудования, у них одно из требований было, то, что температура должна быть плюсовая, не менее 10 градусов тепла. Вот сейчас у нас потихоньку температура поднимается и монтаж увеличивается. Сроки были просрочены из-за того, что температура была ненужная в помещении. В столице региона строится все больше и больше социальных объектов. Практически все они входят в национальные проекты России, инициатором которых выступил президент России Владимир Путин. В 2025 году работы по строительству социальных и важных объектов продолжатся как в Якутске, так и в республике в целом.